Как выточить на токарном станке болт и отшлифовать идеально ровную поверхность пластины? С этими процессами старшеклассники ознакомились в токарной мастерской Алданского политехнического техникума. В день профессионалитета более 200 учащихся из 10 школ района погрузились в профессии и специальности, обучение которым ведется в стенах кузницы промышленных кадров. При этом, получается, у ребят есть возможность и попробовать себя либо в сварке, либо в ремонте автомобиля. Прошедшая в рамках Дня профессионалитета экскурсия оказалась не первой. Планомерная профориентационная работа со школьниками в политехникуме ведется в течение года. В кузнице кадров ребята получают возможность попробовать силы в различных профессиональных задачах. К слову, их выполнение новичкам вполне удается. Большой интерес у нас, конечно, у девочек, да, потому что многие из них знают, что они, например, никогда не будут сварщиками, да, скорее всего, поэтому они с большим интересом идут попробовать себя вот в этом деле, например, да. За рулем автомобиля каждая любит посидеть, да, посмотреть внутрь двигателя. Ну, мальчишки, они как бы так спокойно на все это реагируют, то есть они не высказывают таких каких-то больших эмоций, но, тем не менее, видно, что с интересом посещают. Сегодня мы видим тех ребят, которые были ранее, и разговаривая с ребятами. Есть кто четко уже определился, что идет учиться в Алданский политехнический техникум, а на вопрос, зачем пришел второй раз, я тогда вот это попробовал, а сейчас вот хочу попробовать это. Помимо всего, ребят еще интересует и такой вопрос, что у нас происходит в общественной жизни. Поэтому мы в рамках этих же мероприятий и показываем ребятам, где мы участвуем, куда мы выезжаем, какие научные работы делаем и как мы сотрудничаем с предприятиями. Каждый раз это что-то новое, всегда добавляется что-то новое, которое ребятам позволяет узнать техникум совершенно с другой стороны. В электромеханической мастерской гости ознакомились с профессиональным оборудованием и посмотрели, как собирается и подключается схема. В лаборатории химического анализа старшеклассники увидели, сколь удивительные превращения могут происходить в результате кажущихся простыми экспериментов. А в спортзале ребята прикоснулись к премудростям геодезии и маркшейдерского дела, попробовав тахеометр и нивелир в действии. И с техникой ознакомились, и какие профессии тут есть, и как можно поступить, какие экзамены сдают. В общем, знакомство было очень тесное. Полезным и интересным для школьников становится общение со старшими товарищами, которые сегодня являются студентами. Они могут сориентировать старшеклассников и рассказать, как ведется обучение в техникуме. Меня всегда переполняет эмоциями, когда я встречаюсь с учителями со школы и с младшими. Мы встречаем своих учеников, они очень доброжелательно отзываются о политехникуме, рассказывают, как интересно тут, в общем, я тоже сейчас думаю, что Алданский политехникум лучший. Действительно, очень много наших выпускников поступает в техникум. Все они заканчивают и работают в алданских предприятиях. Они очень все хорошо отзываются о нашем Алданском политехникуме. Знакомство со специальностями способствует формированию интереса у школьников к той или иной сфере, а знание специфики профессий поможет без 5 минут абитуриентам сделать осознанный выбор. На проходящих в политехникуме встречах ребята узнают как о традиционных, так и о новых направлениях. В этом году у нас есть задумка пролицензировать и набрать группу уже по направлению информационных технологий, то есть это информатика, информационные технологии и программирование. И мы ждем наших новых абитуриентов и студентов уже будущих. Ознакомившись со специальностями, которые можно освоить в кузнице кадров, школьники также узнали о том, где они смогут применять полученные знания. Об этом будущим профессионалам рассказали сотрудники местных предприятий. На текущий момент у нас работает один цех гидрометаллургии, в плане постройка еще одного. Соответственно, специалисты
именно горно-рудной направленности, горной направленности. В последующем, такие как вот горные мастера, нам потребуются. Естественно, специалисты тяжелой техники, грейдеристы, экскаваторщики. То есть в перспективе численность будет кратно увеличиваться, поэтому потребность в кадрах, естественно, будет колоссальной. Алданский район промышленный, и от функционирования отрасли напрямую зависит экономический рост и развитие как района, так и региона. Очень важно, чтобы на производстве работали грамотные специалисты, осознанно пришедшие в профессию. Мы являемся, не побоюсь этого слова, партнерами Алданского политехнического техникума. Участвуем во всех мероприятиях, во всех активностях, которые происходят в техникуме, поскольку заинтересованы и в молодых специалистах, и заинтересованы в том, чтобы популяризировать специальности, которые есть в техникуме, чтобы потом ребята выбирали их и приходили к нам на работу. Предприятие большое, уже порядка 3000 человек. Мы активно развиваемся. У нас большая инфраструктурная база, которая требует постоянное пополнение кадрового состава. Являемся мы участниками программы «Местные кадры в промышленность». Поэтому ребята, которые являются жителями Алдана, для нас, наверное, можно сказать, приоритетное направление, чтобы мы приглашали к нам на работу не из далеких регионов, а брали ребят отсюда. Алданский район активно развивается. На его территории реализуется ряд крупных проектов. Образовываются новые предприятия. В политехникуме подготовка кадров ведется с учетом востребованности того или иного профиля. Кроме того, выбирая профессию сегодня, можно увидеть собственные перспективы в будущем. Уже на протяжении нескольких лет начинает работать программа подготовки кадров на перспективу по заявкам предприятий. В связи с этим формируется перечень профессий, которые будут востребованы на вновь открывшихся объектах, либо на действующих на сегодняшний день. И учебные заведения готовят специалистов по данным направлениям для дальнейшего трудоустройства на предприятиях. Встречи, которые проводятся в ключе профориентационной работы, полезны не только старшеклассникам, но и их наставникам. В следующем учебном году в системе образования ожидаются большие изменения, продиктованные законодательством. Новые условия предполагают плотное взаимодействие школ и среднеспециальных учебных заведений. К переменам следует подготовиться всем участникам образовательного процесса. Прежде всего, по ряду программ по подготовке специальностей и профессий изменяются сроки в сторону уменьшения подготовки. Также изменяющееся законодательство коснется такого вопроса, который в принципе животрепещущий. Это возрастной категории призыва на военную службу в ряды вооруженных сил. Те ребята, которые будут учиться по системе профессионалитет, они будут получать дополнительно отсрочку для того, чтобы после обучения они могли от года до 2 лет начать свою прямую трудовую деятельность, и только после этого будут призываться в ряды вооруженных сил. Помимо всего, по изменяющемуся законодательству со следующего года, ведь техникум будет проводить еще первоначальное профессиональное обучение не только в своих стенах, но и в школах. А к этому должны готовы быть и сами ребята, к этому должны быть готовы и школы. Поэтому сейчас разрабатываются программы. И то, что было общепринято, когда-то трудовое воспитание, когда-то понятие технология, сейчас это будет в новом виде, в новом варианте. И непосредственно старшие школьники, заканчивая 9 класс, 11 класс, будут после соответствующего обучения получать уже первые удостоверяющие документы о первой своей профессии, которая им будет позволять расширять возможности реализации себя в этой жизни. Где продолжить образование после школы? Не меньше, чем детей, этот вопрос волнует родителей. В день профессионалитета политехникум открыл двери как старшеклассникам, так и их мамам и папам. Они получили информацию как об отдельных специальностях, так и о системе среднего профобразования в целом. Планируем рассказать, что из себя представляет сегодня современное образовательное учреждение,
как мы готовим, где ребята проходят практику, как ребята трудоустраиваются. И помимо всего, мы еще здесь и нацеливаем внимание родителей на изменяющееся законодательство в области именно профподготовки. На встрече с руководителями предприятий родители узнали, потребность в каких кадрах имеет место сегодня, а также получили представление о профессиях, которые будут востребованы в промышленной, энергетической и транспортной отраслях в перспективе. Ну, информация, она всегда полезна. О разных предприятиях узнать, где, что и как. Сейчас еще дополнительную информацию получим именно об отделениях, о наборе, какие специальности планируются в этом году. По завершении экскурсий и родительского собрания состоялось заседание золотодобывающего профессионально-образовательного кластера, в рамках которого осуществляется взаимодействие Алданского политехнического техникума с промышленными компаниями района. Это те предприятия, которые участвуют и оказывают содействие в развитии техникума, в создании материально-технической базы, которые помогают в прохождении практики и берут ребят на трудоустройство. Если вчерашний студент, приходя на работу, уже владеет некоторым уровнем профессионального мастерства, производственный процесс осуществляется более продуктивно. В процессе подготовки рабочих кадров в политехникуме упор делается на освоение обучающимися практических навыков. Обучение направлено на то, что сейчас требует заказчик, работодатель. На сегодняшний момент к нам ребята устраиваются на работу, уже подготовленные. Минимум времени уходит их на переобучение, на обучение тонкостям работы. Сегодня между среднеспециальным учебным заведением, которое готовит кадры, и предприятиями, где в дальнейшем будут работать выпускники, укрепляются традиции преемственности. На базе техникума специалисты-промышленники проходят подготовку и переподготовку, а их будущие молодые коллеги в процессе получения образования знакомятся с внедряемыми на производство инновациями. Выпускники бывшими не бывают, они всегда наши. И естественно, что когда мы с ними встречаемся, мы всегда рады видеть наших выпускников в стенах нашего техникума. Приятно даже когда они приходят и рассказывают уже новое, то, что отработали уже 5, 10, 15 лет. И уже с той стороны, как говорится, видя всю эту практику изнутри, и уже по-другому смотрят на все это дело и рассказывают очень даже интересно. Главный вопрос, рассмотренный на заседании кластера, касался новых подходов в механизме взаимодействия системы образования и рынка труда. Работодатели, заинтересованные в том, какие специалисты придут на производство через несколько лет, должны принимать активное участие в подготовке молодой смены.